Добрый день, меня зовут Мидиарова Жансулям. Сегодня у нас 15-е занятие по изучению письма и чтения по системе Брайля. Надеюсь, у всех все хорошо. И начнем мы с повторения. Как раз с недавно пройденной буквы начнем. 1, 3, 5. Какая буква? Правильно, О. Следующее. 1, 5, 6. Правильно, буква Ш. Следующая буква. 2, 4. Какая? Правильно, буква И. Следующее. 1, 2, 3, 5. Это? Правильно, буква Р. Следующее. 1, 5. Это? Правильно, Е. Далее, следующая буква. 1, 3. Это? Буква К. Следующее. 1, 2, 3. Это Л. Первая точка. Буква А. Следующее. 1, 3, 4. Это правильно, М. Следующее. 1, 3, 6. Это правильно, буква У. Далее. 3, 6. Это правильно, тире, дефис, перенос. Далее. 2, 5, 6. Это правильно, знак точки. Вторая точка это правильно, запятая. И цифровой знак. Какие точки? Правильно, 3, 4, 5, 6. Так. Давайте быстренько цифры вспомним. К цифровому знаку, если цифра 1, прибавляем какую точку? Правильно, первую. Если цифра 2, прибавляем точки. Правильно, 1, 2. И цифра 5, какие точки прибавляем? Правильно, 1, 5. Сегодня мы пройдем с вами еще одну букву. Буква Н. Нос. Пишется 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Н. Нос. Пропишите, у кого есть колодочки, на колодочках. Я положила колодочку так, как будто вы сидите передо мной. У кого нет колодочек или после, у кого есть прописание на колодочке, приступайте к прописи буквы данной в приборе на бумаге. Сначала букву прописываем, потом слова, а затем уже предложения со знаками и с цифрами. Например, вы можете написать следующие слова. Кино, окно, номер, кулон, калина, лимон, кино, рано, нора. И уже потом немножко более сложные, да, из 3 слогов. Ширина, машина,
шнурок, подобные слова. Ну и давайте текст я продиктую, вы тоже напишите. Нина и Марина нашли малину, точка. На руке у Коли раны, точка. Ирина и Елена шили на машинке, точка. Нонна ушла на море, точка. У Кирилла мнение, запятая, а у Миши умение, точка. Ну и в таком духе другие предложения напишите. Цифры пишите, чтобы у вас были. Читайте побольше. И, конечно, развивайте осязание. Можно, как я уже говорила, развивать осязание с помощью бисероплетения, перебирания бус, нанизывания бус. Можно для взрослых нанизывать обычные бусы, для детей есть вот такие специальные бусы, продаются с геометрическими фигурками, то есть дети нанизывают геометрические фигурки, цилиндры, треугольники, конусы, и у них таким образом развивается мелкая моторика, осязание и другие психически важные высшие функции. Помимо этого, если есть зрительное восприятие, остаточное зрение, развивается зрительное восприятие. И, конечно же, рассматривайте рельефно-графические рисунки. У меня сегодня на рисунке ножницы. Рассматривайте рельефно-графические рисунки для развития осязания. Всего вам хорошего. До свидания, до новых встреч.